Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Митина Галина Владимировна. Я являюсь членом приемной комиссии факультета психологии, доцент, кандидат философских наук. И мы вас приглашаем на наши образовательные программы магистратуры. Наши направления подготовки и программы. Направление 370401 «Психология». Программы «Семейная психология», «Клиническая психология», «Организационная психология». Все эти программы будут осуществляться, обучение по этим программам будет осуществляться в очно-заочной форме обучения. Преимущественно это вечернее обучение, но более точная информация будет известна тогда, когда вы поступите. Направление 440402 – это психолого-педагогическое образование. По психолого-педагогическому образованию представлены такие программы, как детская психология и психологическая диагностика и экспертиза личности. Детская психология будет реализована в очной и заочной форме обучения. Психологическая диагностика и экспертиза личности – это заочная форма обучения. Как поступить в нашу магистратуру и какие вступительные экзамены вас ожидают? Вступительные испытания включают два экзамена. Психология устно, которая предполагает тестирование, и психология письменно, предполагает эссе на выбранную тему. И вот мы более подробно с вами поговорим про эти вступительные испытания, что вас ожидает, что необходимо будет сделать в рамках этих экзаменов. Но перед тем, как к этому приступить, хотелось бы обратить внимание на некоторые важные моменты. Вступительные испытания сейчас проводятся с применением дистанционных технологий. И для прохождения вступительных испытаний поступающий должен иметь персональный адрес электронной почты, на который будет приходить вся необходимая информация для доступа к заданиям. То есть прошу обратить внимание на тот момент, что до экзамена на почту вам должен прийти логин и пароль для входа в систему экзамена. Без этого логина и пароля вы не сможете приступить к сдаче экзамена. Логин и пароль для входа в личный кабинет и на экзамен разные. То есть именно для экзаменов вам должен прийти логин и пароль на вашу персональную почту. И, пожалуйста, не ждите заранее, в июле, не спрашивайте, потому что логин и пароль придет вам накануне. То есть если у вас сдача экзамена, допустим, на 10 число назначено, то, может быть, 8, может быть, 9 вам придет на почту персональный логин и пароль. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой, с которым вы будете проходить все экзамены. То есть с этим логином и паролем вы будете сдавать все назначенные вам экзамены. Все вступительные экзамены проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Утвержденное расписание, вот мы сейчас тоже с вами проговорим про расписание экзаменов на наш факультет, в нашу магистратуру. Также вы можете найти эту информацию в личном кабинете. Заходите в личный кабинет, расписание вступительных испытаний, там у вас будет такая вкладка, и где указана дата, справа есть кнопка «Сдать онлайн». То есть вводите свой назначенный день, вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и вы изменили на свой, и нажимаете «Начать тестирование». То есть как только вы нажали «Начать тестирование»,
С этого момента начинается отсчет времени. Пожалуйста, следите за временем. На сдачу экзамена дается одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. Тоже мы ниже немножко с вами озвучим этот момент. Ну и необходимо следить за временем, так как время проведения тестирования 1 час, количество заданий в тесте 25. То есть за этот час, который дается на тестирование, вам необходимо найти ответы на все эти 25 вопросов теста. И только после того, как вы будете уверены в том, что все ответы, которые вы определили, правильные, верные с вашей точки зрения, то после этого вы нажимаете «Завершить тестирование», и таким образом уже ваш результат зачтется. Если вдруг вы использовали все количество времени, предназначенное для экзамена, то есть прошел час, а вы еще не прошли, не решили все задания теста, то тестирование автоматически завершается и завершается уже с тем результатом, который вы на этот момент успели ответить, да, то есть те вопросы, на которые вы уже ответили. Результаты будут известны в течение 2 рабочих дней. В личном кабинете также вы увидите конкурсные списки, да, и там можете уже посмотреть результаты, с которыми вы сдали оба экзамена. Еще такой момент хотелось бы обратить внимание, что вот в тот период, который предназначен для прохождения экзаменов, вам нужно пройти не только тест, да, но и прикрепить эссе на выбранную тему. Можете, то есть, завершить тестирование и потом сразу же, например, прикрепить эссе. То есть не забывайте, потому что были в прошлом году такие моменты, что кто-то забыл в указанный вот этот период, предназначенный для экзаменов, прикрепить эссе, с этим возникали проблемы. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом и прикрепляйте эссе вовремя. Так. Ну и вот хотелось бы более подробно рассмотреть расписание вступительных экзаменов, и чтобы вы для себя указали эти даты, время, часы, и знали, что именно в этот период вам нужно в соответствии с расписанием зайти в личный кабинет и пройти необходимые вступительные испытания. По опыту прошлого года многие подавали заявление на несколько направлений. Даже если вы подаете заявление на несколько направлений, экзамены по всем нашим направлениям на наш факультет одинаковые, и вам не нужно проходить эти экзамены, то есть тестирование и прикреплять эссе несколько раз. Вы сдаете 1 раз психологию устно и 1 раз психологию письменно. То есть 1 раз вы проходите тестирование и прикрепляете одно эссе. И с этими результатами вы уже можете ждать, да, то есть за вашего зачисления на какое-то одно из направлений, которое вы сами определите, которое вы сами выберете в качестве наиболее предпочитаемого для вас. В конце я вам отставлю электронную почту. Если будут возникать какие-то проблемы, пожалуйста, пишите на процессе прохождения экзамена, пишите на электронную почту, которая предназначена и заведена именно для ответов на вопросы абитуриентов. Если же у вас будут возникать какие-либо вопросы по приему, то на сайте есть горячая линия. Звоните на горячую линию, и вам ответят на все ваши вопросы, которые у вас возникают в процессе приема. То есть это телефон 287 99 99. По этому номеру телефона 287 99 99 вы можете узнавать какие-то
интересующие вас вопросы, которые возникают по приему. Пожалуйста, прошу обратить внимание на те даты консультаций и вступительных испытаний, которые предусмотрены в соответствии с расписанием. Направление 440402 психолого-педагогическое образование. Направленность или профиль детская психология. Консультация будет 9 августа. Вот сейчас я записываю для вас эту консультацию, и потом в личном кабинете вы найдете ссылку на эту консультацию и можете посмотреть ее в этот период. На бюджет по детской психологии у нас есть бюджетные места. На бюджет экзамены начинаются с 10 августа 10 часов до 11 августа 20:00 часов. В этот период вам нужно в соответствии с расписанием, с вашим логином и паролем зайти и выполнить тестирование и прикрепить эссе. Есть резервный день 18 августа с 10 до 20 часов. Это что касается бюджета. Можно подать и на внебюджет. Если вы не уверены, что вы можете попасть на бюджет, но хотели бы обучаться именно на детской психологии, то с 21 августа 10 часов до 23 августа 20 часов это время, предназначенное для прохождения вступительных испытаний для тех, кто решил идти на внебюджет, на коммерцию. Резерв 24 августа с 10 до 20 часов. В эти же сроки, в эти даты проходят и вступительные испытания для направления 370401 психология по профилю организационная психология, клиническая психология и семейная психология. Именно в эти даты с 21 августа 10 часов до 23 августа 20 часов. Еще раз повторяю, резервный день 24 августа с 10 до 20 часов. Также вы можете решить поступить на заочную форму обучения, которая также предусмотрена по направлению 440402 психолого-педагогическое образование. Профили детская психология и психологическая диагностика и экспертиза личности. Еще раз повторяю, что экзамены везде одинаковые. Психология устно и психология письменно. На бюджет, то есть предусмотрены бюджетные места в заочную магистратуру по детской психологии и по психологической диагностике и экспертизе личности. Экзамены также с 10 августа 10 часов до 11 августа 20 часов. Резервный день 18 августа с 10 до 20 часов. И так как это заочная форма обучения, предусмотрено еще набор на внебюджет, который вы можете пройти, испытание пройти в сентябре. С 20 сентября 10 часов до 21 сентября 20 часов будут проходить вступительные испытания на коммерцию в заочную магистратуру. Резервный день 24 сентября с 10 до 20 часов. То есть это уже итоговые даты, когда вы сможете поступить на наш факультет в заочную магистратуру по детской психологии и психологической диагностике и экспертизе личности. Прошу, пожалуйста, для себя вот эти даты отметить и ориентироваться на эти даты. Пойдем дальше. Хотелось бы обратить внимание на разделы для подготовки к тестированию. Как я уже сказала, тестирование будет включать 25 вопросов. И эти 25 вопросов
могут быть по вот этим основным, 5 основным разделам. Первый раздел – это общая психология, познавательные процессы. Я дальше порекомендую вам литературу, учебники, которые бы способствовали подготовке, углубленному изучению определенных тем. Ну и хочу сказать, что познавательные процессы – это ощущение, восприятие, память, внимание, мышление, речь, воображение. И вот в первый раздел будут входить вопросы, касающиеся каких-то из познавательных процессов. Ну, например, такие вопросы, которые касаются определения вида памяти или определения свойства внимания. То есть какое свойство внимания, например, представлено вот в таком-то примере. Или какой вид памяти представлен в этом примере. Пожалуйста, обратите внимание на определение. Что такое память, что такое внимание, что такое мышление. Потому что может вопрос касаться и определения понятия вот этих познавательных процессов. Второй раздел – это психология личности. Психология личности охватывает такие категории, как темперамент, характер, способности, мотивация, направленность личности. И вот в этом разделе будут те вопросы, которые вот посвящены, допустим, каким-то свойствам характера, каким-то классификациям характера, представленным теми или иными авторами. Вопросы могут касаться видов темперамента. Вопросы могут касаться, например, доминирующих мотивов, форм направленности и так далее. Поэтому вам необходимо изучить и те категории, которые находятся в разделе вот, психологии личности. Психология развития или возрастная психология. В рамках данного раздела вам необходимо будет рассмотреть определенные периодизации возрастного развития, то есть кому эти периодизации принадлежат, какие это периодизации, что положено в основу той или иной периодизации психического развития. Вам необходимо будет подробно рассмотреть каждый возрастной период, что происходит в этом периоде. Например, период новорожденности, или период младенчества, или период раннего возраста, дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский и так далее. Что происходит в каждом из этих периодов развития? Какие новообразования формируются? Какова социальная ситуация развития? Вам необходимо будет посмотреть информацию, касающуюся кризисов развития. И чем вызван этот кризис? И какова вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода этого кризиса? Вот это все вам необходимо будет изучить в рамках психологии развития. Следующий раздел – это социальная психология. Социальная психология – это та отрасль психологии, которая изучает психологическую характеристику людей, включенных в различные социальные группы. Это могут быть самые разные социальные группы. Семья, например, да, или этническая общность, этническая группа. Группа, созданная, например, в рамках обучения в школе, школьный коллектив, или студенческая группа и так далее. Как происходит взаимодействие между людьми в рамках группы? Какие позиции ролевые они могут выбирать? Каково общение личностей в группе, в обществе и так далее. Нужно будет тоже познакомиться вот с этой отраслью. Ну и психодиагностика. Психодиагностика – это та отрасль психологии, которая изучает то, с помощью каких инструментов, способов, форм происходит измерение тех или иных психических качеств, свойств, характеристик. И, конечно, в первую очередь это основной метод психологическое тестирование.
Что такое психологическое тестирование? Какие классификации тестов существуют? Что такое понятие валидности, надежности? Что такое репрезентативность? Ну и так далее. Все эти категории вы должны будете тоже рассмотреть. Хотелось бы обратить внимание, что в программе вступительных испытаний, которая находится на сайте, представлены примерные вопросы в рамках каждого из этих разделов. Примерные вопросы, по которым будет проводиться тестирование, которые будут включены в тесты. Ориентируйтесь не только на разделы для подготовки к тестированию, но и что в рамках каждого из этих разделов вам необходимо будет разобрать, посмотреть, подготовиться. То есть ориентируйтесь на эти вопросы. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в программе представлена и рекомендуемая литература для подготовки к экзаменам. Ну, например, вы можете использовать один из наших основных учебников по общей психологии, учебник Маклакова Анатолия Геннадьевича, который так и называется «Общая психология». Он очень часто переиздается. Можете взять любое издание, почитать, посмотреть, потому что там именно все вопросы представлены в таком достаточно кратком, лаконичном, логичном виде. Все определения есть. И вот я думаю, что для подготовки к экзаменам вступительным по общей психологии, по психологии личности будет достаточно, если вы будете ориентироваться именно на этот учебник. Маклаков Анатолий Геннадьевич «Общая психология». По возрастной психологии могу порекомендовать вам учебник, например, Кулагиной Ирины Юрьевны, в котором достаточно хорошо представлены все возрастные периоды развития и хорошо они расписаны, да, дана характеристика каждого из этих периодов. Поэтому можете пользоваться этим учебником, либо каким-то другим учебником, но хочу обратить внимание, что учебник должен быть предназначен именно для факультетов психологии. По социальной психологии могу рекомендовать вам учебник Андреевой Галины Михайловны. Тоже очень часто этот учебник переиздается, любое издательство можете взять. Социальная психология. Андреева Галина Михайловна, социальная психология. Ну и по психодиагностике рекомендую ознакомиться с учебником «Психологическое тестирование» Анны Анастази или с учебником «Психологическая диагностика» под редакцией Гуревича Константина Марковича. Вот это, пожалуй, основная литература, которую я вам порекомендовала для подготовки к тестированию. Давайте пойдем дальше. Вот на слайде представлены примерные тестовые задания, которые вас ожидают. Все вопросы одного вида. Это вопрос с несколькими вариантами ответов, из которых один ответ правильным является. Ну, например, такой вопрос. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении. Что это такое? Темперамент, способности, характер или это задатки способностей? Ну, в данном случае, конечно, правильным ответом будет являться ответ характер, потому что характер включает в себя основные черты или как раз устойчивые индивидуальные особенности, которые проявляются в типичных ситуациях жизнедеятельности и общения. Вот, и в данном случае это понятие характера. Ну и еще один, наверное, тестовый вопрос, который мы разберем. Психодиагностические методики. То есть это по разделу, это относится к разделу психологическая диагностика. Психодиагностические методики направлены на оценку достигнутого уровня развития навыков, знаний, умений, называются
Ну, я вам уже говорила, да, что вам нужно будет познакомиться с различными классификациями тестов, тестовых методик. Это тесты практические, это тесты индивидуально ориентированные, это тесты креативности или тесты достижения. Но в данном случае правильным ответом будет являться тесты достижения, потому что именно тесты достижения, они направлены на оценку достигнутого уровня развития навыков, знаний и умений. Далее. Все, что я до этого говорила, относилось к тестированию. Второй экзамен, который вас ожидает, это письменный экзамен. И письменный экзамен представляет собой эссе, выполненное на одну из тем по выбору абитуриента, то есть по вашему выбору из перечня предложенных тем. В программе вступительных испытаний есть перечень тем, на которые вы должны ориентироваться при выборе одной темы. Ну, вот тут на слайде я представила некоторые из тех тем, которые вы можете выбрать. Почему я хочу стать семейным, например, психологом, если человек поступает на магистратуру семейной психологии, или клиническим, если поступает в клиническую магистратуру, детским или организационным психологом. Это такая свободная тема, которая предполагает ваши индивидуальные размышления, рассуждения, мнения по этому вопросу. Почему я хочу стать психологом, ну и конкретно каким психологом. Также вы можете выбрать, например, тему «Профессиональная работа психолога». Как вы себе представляете профессиональную работу психолога? Профессиональная работа психолога, как я это себе представляю. Ну и вот, собственно говоря, рассуждая, да, вы можете затронуть вот свое мнение по тому вопросу, что сейчас очень популярна психология. И многие считают, что не нужно получать специального какого-то профессионального психологического образования, а достаточно пройти какие-то курсы, да, либо вот я возьму там методики, да, которые в достаточном виде представлены в интернете, и пойду проводить. Почему вы выбрали факультет психологии? Почему вы считаете, что психолог должен быть профессионалом с базовым психологическим образованием? Вот отвечая на поставленный вопрос, вы как раз можете порассуждать об этом. Профессиональная работа психолога. Чем профессиональный психолог, психолог как человек науки, отличается от психологов жизни, да, в обыденной жизни, от житейского психолога? Психология в моей повседневной жизни – это тема как раз, которая в том числе затрагивает ответ на вопрос в обыденной жизни, в житейских ситуациях. Как вам пригождаются какие-либо знания психологические? На что вы ориентируетесь? Ориентируетесь, когда поступаете так или иначе, или судите о тех или иных людях, о себе самом. Вот тоже можете выбрать эту тему и порассуждать. Ну, либо часть тем представлена как цитаты из каких-либо произведений, либо цитаты авторов. Например, «Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет войти». Рабиндранат Тагор. Порассуждайте на эту тему. То есть эссе – это письменная работа, в которой вы раскроете свои взгляды, свои мысли, индивидуальные рассуждения, мнения автора по какому-то конкретному вопросу. Теперь хотелось бы обратить внимание на содержание оформления эссе, потому что к этому тоже определенные требования предъявляются. Ну, во-первых, объем эссе. Объем эссе не должен превышать 3-5 страниц общего текста. Структура эссе. Структура эссе предполагает титульный лист,
Пожалуйста, прошу обратить внимание, что в программе вступительных испытаний есть образец титульного листа, то есть не нужно ничего придумывать самим. Ориентируйтесь на этот образец, берите этот образец и вставляйте и меняйте только свое фамилию, имя, отчество, да, и тему, которую вы выбрали. Титульный лист. Дальше введение. Немножко раскрою, да, что в введении вы должны отметить. То есть в введении вы кратко обосновываете выбор темы, то есть почему вы выбрали эту тему, почему она вам интересна, важна, почему вы считаете, что эта тема требует особого рассмотрения. Ну и раскрывайте значимость этой проблемы. Значимость лично для вас, значимость для группы, для общества современного нашего, ну и так далее. Объем введения от половины до одной страницы текста написанного. Не нужно писать введение на несколько страниц, то есть достаточно коротко, лаконично представить значимость проблемы и выбор темы. Введение не имеет какого-то отдельного подзаголовка, и в отдельный раздел вы выделяете введение только содержательно. Дальше следует основная часть, и эта основная часть занимает основной, так скажем, объем эссе. И в этой основной части вы уже последовательно, логично, содержательно раскрываете выбранную вами тему. Дальше следует заключение. В заключении вы излагаете выводы, которые вытекают из основной части. Вы обобщаете вашу авторскую позицию по той проблеме, которую вы выбрали в качестве значимой для вас. Ну и далее, после заключения, идет список литературы. Список литературы является обязательным элементом структуры эссе. При этом мы не регламентируем количество включенных источников. Указывайте только те источники, на которые вы делаете ссылки в тексте. Желательно не использовать при этом учебники и учебные пособия, учебную литературу. Но если вдруг вам необходимо из каких-то соображений использовать учебники, то используйте их в минимальном объеме. Но еще раз повторю, что в списке литературы отображаются те источники, на которые вы делаете ссылки. Поэтому ссылки должны быть обязательно в тексте. По требованиям к оформлению эссе тоже есть некоторые требования. Это шрифт Times New Roman, это Кегель 14 шрифт, одинарный интервал и все поля 2 сантиметра. Постарайтесь придерживаться этих требований для того, чтобы ваша работа соответствовала всем предъявляемым критериям. Ну и вот, как я уже сказала, ссылки обязательны. Ссылки оформляются в квадратных скобках. В квадратных скобках отмечен номер источника и через точку с запятой страница. Страница, с которой вы используете цитату, если у вас в тексте есть цитата. Если вы используете цитату, обязательно указывайте страницу. На это тоже прошу обратить внимание. Ну и хотелось бы еще вернуться к предыдущему слайду и обратить внимание на содержание эссе. В содержании эссе вы представляете критический анализ выбранного тезиса или цитаты. Вы анализируете конкретный случай или пример, взятый из литературы, кинематографа, общественной жизни,
из собственного опыта. Но важно, чтобы этот пример или этот случай соответствовал выбранной вами теме. Вы представляете собственные размышления, но это тоже размышления, касающиеся темы, выбранной из списка тем эссе. То есть обязательно, чтобы у вас в эссе прослеживалась вот эта логика, чтобы ваши случаи, примеры конкретные какие-то, да, размышления касались той темы, которую вы выбрали в качестве темы написания эссе. Так, хотелось бы обратить внимание на критерии, на которые ориентируются члены приемной комиссии, когда выставляют оценки. Критерии оценки эссе. Это соответствие содержания выбранной темы, это наличие четкой логической структуры текста, структуру, которую я ранее обозначила, наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике. Это обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора. Это отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, фактических ошибок. Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям и сдача эссе в установленный срок. Вот, пожалуйста, прошу обратить внимание на эти критерии, потому что именно по данным критериям будет выставлена оценка. И в комментариях к оценке тоже будет высказано членам комиссии какие-то моменты, которые, может быть, вот из этих критериев не соответствуют вашему эссе, и почему, например, была снижена оценка. Так. Ну, перед тем, как вот у вас на экранах почта, которая предназначена для ответов на вопросы, перед тем, как вы можете пока записать эту почту, я хотела бы еще также сказать по опыту прошлого года, какие наиболее часто встречающиеся ошибки были у абитуриентов при написании эссе. Ну, во-первых, все-таки хотелось бы в качестве рекомендаций обозначить, что необходимо избегать слишком экспрессивной, окрашенной какой-то лексики, определенного сленга и так далее. Стараться не перегружать текст второстепенными деталями. Ну и часто встречающимися ошибками в прошлом году были, например, следующие. Когда была нарушена или отсутствовала структура эссе, то есть, например, автор не выделяет введение, не выделяет заключение, да, то есть отсутствуют выводы, отсутствует заключение, не обозначена актуальность темы, то есть нет как такового введения. Также в качестве таких вот, наверное, часто встречающихся ошибок отмечу, что в некоторых работах была недостаточно обозначена авторская позиция, недостаточно представлена аргументация, которая подтверждала бы те или иные взгляды автора работы, те или иные его положения или тезисы. Были ошибки, которые касались отсутствия библиографического списка или ссылок в тексте. То есть обращения к другим авторам были, а ссылок автор не делал. Ну и, конечно, обращают на себя внимание орфографические, лексические, грамматические ошибки. Вот хотелось бы, чтобы вы максимально этому уделили внимание и избежали этих вот часто встречающихся ошибок. Ну и еще раз обращаю ваше внимание на электронную почту. Электронная почта специально заведена членами приемной комиссии факультета психологии для того, чтобы вы смогли ответить на все мы смогли ответить на все ваши возникающие вопросы. Это магистратура
нижнее подчеркивание fp2021@mail.ru. Пишите на эту почту, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Ну и до встречи на факультете психологии. Мы ждем вас, приглашаем вас на наши программы. Программы очень интересные. Преподавательский состав у нас достаточно такой представительный. Участвуют в разработке нашей программы и в преподавании дисциплин работодатели. Это представители центров психологических, различных образовательных организаций. Программы интересные, практикоориентированные. Поэтому ждем вас на факультете психологии и успешной сдачи вам вступительных испытаний. Спасибо за внимание. До свидания.